Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных событиях. Первый случай заражения штаммом COVID-19 омикрон выявили в Якутии. 2022 год объявлен годом матери в регионе. Айсан Николаев подписал указ. Государственные и ведомственные награды вручили работникам средств массовой информации, издательского отдела и полиграфии в Якутске в День российской печати. В аварийном доме в Якутске рухнул потолок, чудом никто не пострадал. Катание на хаске стало популярным развлечением для нерюнгринцев. Животные – долгожданные гости многих массовых мероприятий. Первый завозной случай заражения штаммом коронавируса омикрон выявили в республике. Об этом в ходе брифинга по эпидситуации сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Это жители республики, вернувшиеся с отдыха с одной из зарубежных стран, отмечают, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод. Непосредственно был выявлен сам случай инфекции и, соответственно, предприняты все меры, которые определены с 16 декабря по плану главы Республики Саха-Якутия по предотвращению распространения нового штамма омикрон. На сегодняшний день установлен круг контактных лиц. Контактными лицами выданы и продолжают выдаваться предписания Роспотребнадзора о самоизоляции. Медицинские работники поликлиники начали осмотр и забор анализов у контактных лиц. Подготовлена отдельно изолированная палата в инфекционных стационарах и развернут соответствующий обсерватор. В целом по стране выявлено 698 случаев заражения омикроном, в основном заболевшие в столичном регионе. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что стране не избежать роста заболеваемости из-за нового штамма. А президент Владимир Путин заявил, что на подготовку есть пара недель. Подробнее расскажет Андрей Санников. 0,9% из этой численности находится... России не избежать подъема заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма омикрон. Об этом говорили на заседании правительства, которое провел президент. Владимир Путин отметил, на подготовку к новой волне пандемии есть пара недель. И прежде всего необходимо проводить больше тестов и больше вакцинировать. Судя по всему, действительно, спутник Ви достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире. Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна, и, конечно, нужно наращивать вакцинирование, не забывать про это. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уже зарегистрировали почти 700 случаев заражения штаммом омикрон, который заразнее в 3, а то и в 7 раз по сравнению с другими вариантами вируса. Большинство заразившихся в столичном регионе, и, судя по всему, он первым примет на себя удар. И мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма. До конца недели правительство разработает новые предложения по борьбе с коронавирусом. Также Голикова добавила, официальная статистика, которая показывает снижение заболеваемости в последнее время, может не отражать реальную картину. Дело в том, что до и после праздников в большинстве регионов снизился уровень тестирования. Между тем, пункт экспресс-тестирования на коронавирус открыли в аэропорту Якутск сегодня. Пройти бесплатное тестирование могут все желающие из числа прибывающих пассажиров центральных рейсов. Исследования на ковид проводят сотрудники Якутской городской больницы номер 2. Отмечается, что по результатам данного теста диагноз не ставится. Если первичный анализ покажет у пассажира положительный результат, то ему выдадут направление в обсерватор для дальнейшего медобследования. Пункт расположен в аэропорту Якутск на первом этаже в зале выдачи багажа. Режим работы ежедневно с 6 до 10 утра по якутскому времени.
За третьего ребенка на Дальнем Востоке дадут 1 000 000 рублей. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чукунков. Он заявил, что сначала программу внедрят на части территории, а в случае успеха она будет распространена на весь Дальневосточный федеральный округ. Напомню, что в регионе уже действуют меры поддержки рождаемости. В частности, программа дальневосточной ипотеки с пониженной ставкой, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, единовременная выплата при рождении первого ребенка. Предполагается, что население Дальнего Востока вырастет к 2025 году до 8,5 миллионов человек и до 10 миллионов к 2035 году. Айсан Николаев подписал указ о проведении в Якутии Года матери. План мероприятий будет утвержден до 15 февраля. Главам муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано принять и осуществлять планы на территории муниципального района и городского округа. Детский сад «Дельфин» в Алдане готовится принять своих воспитанников. Строительство завершено, финишировали отделочные работы. В настоящее время идет уборка помещений. В группах устанавливается мебель и игровые комплексы. Практически готов спортзал. Он оснащен современными тренажерами и оборудованием. Отметим, в старом здании у маленьких дельфинят спортзала не было вовсе. В перспективе на базе «Дельфина» будут работать секции зимних видов спорта. И это далеко не все сюрпризы, которые ожидают детей в просторных и теплых группах. Жители микрорайона Солнечный ждали новый садик давно и сейчас стремятся приблизить новоселье. На протяжении месяца работниками детского сада проведена большая работа по уборке помещений от мусора и пыли. Не остались в стороне и наши родители. Папы оказывают помощь по разгрузке и доставке оборудования, мамы по уборке помещений. Совместно с коллективом работаем над оформлением интерьера детского сада. Частично работы уже выполнены. Думаю, что каждодневная совместная работа приближает нас к тому времени, когда ребятишки откроют новый современный детский сад, который мы все с нетерпением ждали. Чествовали лучших. Журналисты республиканских СМИ в центре внимания. В День российской печати корреспонденты, ведущие, редакторы и работники типографии получили награды за свой труд и профессионализм. Отличились и сотрудники нашей телекомпании. Обо всем подробнее далее в сюжете. Под аплодисменты и поздравления к трибуне выходит Дарья Ермолаева, продюсер продюсерского центра НВК «Саха». На протяжении многих лет она исполняет свой профессиональный долг и знает, как порой бывает сложна работа в СМИ. Сегодня она получила почетное звание «Заслуженный журналист Республики Саха-Якутия» и в поздравлении дает наставления молодому поколению. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь вышла книга о журналистах, то, что было в нашей жизни за кадром. То, чего не знает наш читатель и зритель, как мы попадаем в пургу, как мы попадаем в шторм на реке, или останавливаем самолеты, чтобы попасть куда нам надо. То есть журналистское братья – это люди, которые ради своей цели готовы пойти на все. День печати в России – праздник с историей. 13 января 1703 года в свет вышла первая газета «Ведомости». С того момента и начали поздравлять работников СМИ. Во все времена корреспонденты оказывались в самой гуще событий, менялись форматы подачи информации. Но главным остается достоверность, качество и оперативность. Журналистика – это моя жизнь. Я уже в журналистике где-то 30 лет уже. И когда я пришла, сейчас называется НВК «Саха», тогда был еще радиокомитет. С высоты этих лет я смотрю, что это было очень такие громоздкие передачи. И сейчас более стали информационные программы более динамичными, оперативными. Не остались без внимания сотрудники районных СМИ. Именно они на местах рассказывают жителям отдаленных территорий то, что происходит в том или ином улусе. Всегда рядом со своим читателем. Кроме того, в Якутии выходят издания на национальных языках, что помогает сохранять традиции и чтить достояние республики. Мы должны работать с читателями, чтобы росли наши тиражи, чтобы читали на своих национальных языках. Да и на русском тоже. Нам тоже нужно изменять свою деятельность, свои работы.
работу, так как надо идти со временем в ногу и создавать социальные сети. И так и делается. Сейчас во многих редакциях есть свои сайты, свои аккаунты в социальных сетях, есть подписчики, но именно периодическая печатная должна жить. Якутия – одна из лидеров по количеству средств массовой информации. Их в реестре более 200. Кроме государственных, работают и независимые компании. И в этот день мы от имени правительства республики всех поздравляем, желаем творческой работы. И наступивший 2022 год, он значимый для всех, для каждого якутянина. И мы надеемся, что каждый работник средств массовой информации принесет свое для празднования столетия якутской автономии. Также сегодня республиканские министерства и ведомства подвели итоги работы за 2021 год. Поблагодарили и наградили тех журналистов, которые освещали их деятельность, доводили до зрителей и читателей важную информацию. За свой труд и работоспособность знаком отличника сельского хозяйства отмечена и наш корреспондент Екатерина Амосова. Мадина Халикова, Джуластан Иннокентьев, Якутск. В Нерюнгринском районе жители 236 домов получили квитанции с корректировкой начислений за отопление. Перерасчет произвели по фактическим показаниям общедомовых приборов учета теплоэнергии по итогам 12 предыдущих месяцев. В результате жителям 22 домов сделали корректировку в меньшую сторону на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Потребителям в 214 домах произвели доначисления на общую сумму 44,5 миллиона рублей. Как поясняют специалисты, на размер корректировки в значительной степени повлияли более низкие температуры наружного воздуха прошлого года по сравнению с показателями 2020-го. Отсюда увеличение расхода тепловой энергии и перерасчет в квитанциях в сторону увеличения. В Краеведческом музее имени Емельяна Ярославского начался основной этап подготовительных работ по составлению проектно-сметной документации. Этот документ станет главным для обоснования стоимости предстоящих работ по капитальному ремонту старого здания 1924 года. Главный корпус музея имеет почти столетнюю историю, и за это время там ни разу не проводились укрепительные работы. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Музей имени Ярославского является объектом культурного наследия с 1996 года. Главное здание, корпус номер 1, который находится за моей спиной, был построен в далеком 1924 году. И почти за столетнюю его историю здесь ни разу не проводились укрепработы. Лишь в 2005 году в самом здании провели косметический ремонт. Корпус признали аварийным в 2019 году. Тогда же его закрыли для посетителей. Экспонаты, а это скелет мамонта, чучело животных и другая историческая ценность, временно переехала в другие части музея, а также в ее дополнительные филиалы. И некоторые экспонаты для посетителей предоставили в наших филиалах. Это по Ярославского 5, по Мосова 3/4 и в нашем территории это в доме Емельяна Ярославского и в детском центре. Любой музей занимается ежегодным комплектованием своих фондов. Музей Ярославского не стал исключением. В музейном хранилище сегодня насчитывается порядка 100 тысяч старинных и ценных экспонатов. Но из-за отсутствия места принимать новые стало проблематично. В последние годы особенно хранитель больших габаритных вещей, у нас хранитель возмущается, что негде, действительно негде просто брать эти... Иногда бывает, что люди сами предлагают там шкафы, мебель, да, но не всегда так получается, что где-то мы должны же все это хранить. Мы же берем на вечное хранение. Нормальное здание хранилища нужно, и, конечно, размером побольше. Сейчас мы вместе с администрацией там существуем, и условия вообще не соответствуют для сохранения национального состояния. В прошлом году торги на проведение ремонта выиграла Костромская архитектурно-строительная компания «Рестомастерская», которая уже приступила к буровым работам на улице. Сейчас задача строителей – провести изыскательные работы для обоснования стоимости реставрации здания. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. 12 января этого года в доме по улице Свердлова в буквальном смысле обрушился потолок. По словам жильцов, чудом никто не пострадал, но находиться в квартирах с каждой минутой становится все опаснее. В проблеме разбиралась Саргылана Неустроева.
Дом с обвалившейся крышей 1935 года постройки был признан аварийным в 2013 году. Сложно представить, но все проживающие здесь люди, пенсионеры УФСИН и МВД, люди уважаемые, посвятившие не один год своей жизни службы. Однако пока добиться расселения смогла только одна семья. Леонид, жилец квартиры с рухнувшим потолком, признается, ремонтировать дом уже нет никаких сил. Когда обвалится остальной потолок – вопрос времени. Но денег на то, чтобы произвести хотя бы какие-то работы, нет. Вдвоем вместе с женой Марией они тянут 3 детей. Стараются по мере возможности залатать дыры в стене и полу. Но руки опускаются. Потолок весь, вот весь потолок. Даже у меня в туалете там все уже, стены рушатся, падают. По дому все гнилое полностью, я полы перекрывал, сам перекрывал, потому что здесь тепло было хоть маленько. Если все посчитать, это легче снести и новую поставить. На следующий день после происшествия семью посетили представители управляющей компании. Проведение работ в данном доме не только нецелесообразно, оно еще и опасно. Поэтому, я с жильцом разговаривал, тоже предложил, чтобы все-таки она обратилась непосредственно в ДЖО, так как квартира муниципальная, либо с целью скорейшего получения нового жилья, либо переезда в маневренный фонд. Со своей же стороны мы обратимся дальше, то есть я обращусь в управу строительного округа для того, чтобы была назначена комиссия и было проведено обследование. Соответственно, комиссия ГОУЧС города Якутска будет принимать решение уже непосредственно по данной квартире. Между тем, от получения квартиры маневренного фонда семья отказалась. Боятся променять один барак на другой. Мы отказались, потому что временное жилье, сами понимаете, что временно, то и постоянно в наше время. Это не первый случай, просто есть такие знакомые, которые переезжали туда, но в итоге и оставались там. По финансам, понимаете, тяжеловато. Переезд это в маневренный фонд, потом оттуда вот туда, это тоже не дело получается. В бараке Бафедяевы, как уверяют сотрудники ДЖО, не переехали. Тем не менее, действительно, маневренный фонд города нуждается не только в модернизации, его попросту не хватает. Жильцов, граждан чаще всего не устраивает отдаленность и размеры предоставляемых жилых помещений. Но стоит отметить, что данные жилые помещения, во-первых, они безопасны для проживания. Это жилые помещения, отвечающие всем санитарным нормам и требованиям. Да, их мало, да, они в некотором смысле могут быть, показаться тесными, но оно, во-первых, безопасно для проживания. В любом случае, семья Федяевых и еще 3 семьи продолжают не только жить в этом опасном доме, но и исправно платить за коммунальные услуги. В среднем в месяц получается около 15 тысяч рублей. Сумма неподъемная для 2 пенсионеров, да и, по правде говоря, несправедливая для тех, кто каждую минуту рискует погибнуть под обломками. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Ростелеком и золотодобывающая компания «Полюс Алдан» запустили закрытую беспроводную широкополосную сеть связи на месторождении в Якутии. Как работают новые технологии, расскажут наши коллеги. Новый этап цифровизации горной промышленности продемонстрировал крупнейший в России провайдер цифровых услуг Ростелеком совместно с крупнейшей золотодобывающей компанией «Полюс». В течение 2021 года был реализован масштабный проект. Сеть Private LTE развернута в стандарте 5G Ready на всей территории Куранакского рудного поля. Покрыта 11 базовыми станциями, покрыта 200 квадратных километров. И данная сеть позволила создать полномасштабную инфраструктуру для реализации всех цифровых сервисов, которые применяются и будут в дальнейшем перспективе применяться на этом предприятии. Частная сеть ПЛТЕ «Полюс Алдан» имеет возможности масштабирования. Это позволяет обеспечить перспективные потребности горного комбината и дает возможность использовать современные цифровые решения для снижения производственных рисков и увеличения безопасности работы. К числу таких решений относятся системы геопозиционирования сотрудников, умные каски, датчики здоровья, системы видеонаблюдения и аналитики. Мы получили хорошую качественную связь, мы имеем возможность бесперебойно получать информацию с наших удаленных устройств, которые находятся непосредственно в карьере, в любой точке причем. Хорошую зону покрытия мы получили. Ну и самое главное, теперь руководство предприятия получило инструмент для дальнейшего развития с возможностью использования других технологий. Цифровизация позволяет предприятиям
повысить производительность, увеличить эффективность, снизить издержки. Но самое главное, позволяет получать информацию в реальном масштабе времени и реагировать прям непосредственно на любые изменения, которые происходят. Широкомасштабный проект будет продолжен как в Полюс Алдан, так и в других бизнес-единицах полюса. Это позволит повысить производительность, кардинально улучшить промышленную безопасность и сократить издержки горных предприятий. Эффектный показ коллекции национальных костюмов состоялся в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Были представлены лучшие коллекции мастеров и дизайнеров со всей республики. Это зимние якутские комплекты, национальной одежды народов Севера, различные этнические ювелирные изделия, а также высокая мода, стилизованная в современный стиль. Так, свои работы представили участники и лауреаты юбилейного евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрата-2021». Организатором мероприятия выступил Национальный центр «Семех». В программе вечера проходила выставка продажи изделий мастеров, а также выступления именитых артистов эстрады. Оно называется буктах, потому что подол оно шире, и здесь у нас есть кокора оно. Из-за этого она расширяется внизу. Вот такое пальто буктахсон носили в 19 веке, в конце 19-го. А шапка у меня джабака, она выполнена из соболя и из лап рыси и куницы. У меня рукавица, она сделана в стиле, вышита в стиле тангалай. И имеется здесь оста, это рукавицы остах. В Алданском районе появится новый горнолыжный комплекс «Лебединое». Он, помимо туристического центра притяжения, имеет шансы стать площадкой для учебно-тренировочных мероприятий спортсменов. Также комплекс включает в себя все возможности для самоокупаемости, а именно летний туризм, зимний туризм и горнолыжный отдых. На данном этапе проведено зонирование на блоки по видам деятельности, что позволит более адресно сформировать центры ответственности за те или иные виды работ при подготовке технического задания на проектирование горнолыжного комплекса. Катание на хаске стало популярным развлечением для маленьких ниренгринцев. Эти снежные псы – долгожданные гости многих массовых мероприятий, таких как Масленица и зимние забавы. Ирина Кичигина решила поближе познакомиться с этими удивительными животными. Она расскажет о них подробнее. Общение с этими доброжелательными животными является приятным сюрпризом как для детей, так и для взрослых. Собаки с удовольствием катают ребят на упряжках и способны подарить им не только хорошее настроение, но и позитивное отношение к окружающему миру. В Нерингри в 2018 году был организован клуб любителей ездового спорта «Белый ветер. Снежные псы», где собралась группа единомышленников для общения хозяев и занятий ездовым спортом. В основном в клубе представлены собаки породы хаски. Ну, хаски – это считается самая добрая порода. Она для дома, для семьи, для детей. Они очень обожают деток хаски, они с ними играются, они следят за ними, они как няньки, можно сказать, в семье. А их эстетический вид и голубо-небесные глаза, ну это просто в них нельзя смотреть, они завораживают. Они как дельфины, да, вот в море дельфины, а у нас на севере наши северные хаски. В парке на различных праздниках участники клуба проводят катание на нартах, запряженных собаками. Развивать этот навык необходимо совместно с хозяином. Выучить команды, приобрести необходимую амуницию помогают организаторы клуба. И только работая в слаженном тандеме хозяина с питомцем, возможен результат. Я всегда говорю всем хозяевам, которые завели такую активную собаку, что вы хотите, чтобы ваша собака бегала, покажите как. Дайте ей эту энергию, и она быстро научится. Мы ставим их, мы учим, мы ставим с более опытными собаками, просто сначала щенков, потом потихонечку они прекрасно понимают, что нужно делать, они быстро схватывают это все, бегут. Кроме ездового спорта, хаски способны расположить к себе детей с ограниченными возможностями здоровья и неврологическими расстройствами. Они быстро находят контакт друг с другом, и после общения с собаками дети открываются, уходит страх и снижается тревожность. Поэтому именно эта порода собак вызывает особенные чувства у всех, кто когда-либо с ними познакомился. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерингри.
Автослесарь из поселка Усть-Нера Эмиконского района Василий Зяблицкий стал героем сюжетов федерального телеканала. Зяблицкий ведет блог о жизни на севере и набрал почти 2 миллиона подписчиков в ТикТоке. В Инстаграме у него также почти 200 тысяч подписчиков. Продолжение в следующем сюжете. Социальная сеть TikTok с каждым днем объединяет все больше и больше людей. С его помощью кто-то ищет признания, кто-то самовыражения, а кто-то друзей и единомышленников. Для некоторых эта площадка помогает скоротать время, а кто-то узнает новое. На аккаунт Василия Зяблицкого подписано около 2 миллионов людей. Автослесарь рассказывает о жизни на севере в легкой и юмористичной манере. Желающие поехать на север, чтобы денег заработать. Трусы с собой шерстяные берите. Родом Василий из республики Алтай. В Якутию, а именно в Усть-Неру, приехал на заработки. Работает автослесарем-агрегатчиком. Помимо работы в составе аварийной службы, очень часто случается помогать застрявшим в снегах автомобилистам. Именно в лютые холода техника иногда не выдерживает и ломается. Об этом и был первый ролик Василия, который попал в топ. Первое видео, где мы с ребятами попали в очередную ситуацию, то есть пытался их вытащить. Вместе с ними отогревали машины в условиях. Начал выкидывать, и народу начало нравиться, зрителям. Просто решил продолжить. Человек я юморной, с самой школы у меня было прозвище Евдокимов. Потому что любил юмор. Дальше больше и в кратчайшие сроки популярность Василия начала расти. Кроме огромного количества лайков и просмотров роликов о жизни на севере, подписчики отмечают, что больше всего их подкупает харизма и подача тиктокера. А сам блогер отмечает, что на севере без юмора нельзя. Всегда на позитиве, в полном оптимизме. Идем только вперед. Никаких слез, никаких Одна наша большая гаражная дружная семья. История Василия – это пример каждому о том, как надо любить. Любить родной край, любить дело, которым ты занимаешься. В конце концов, любить жизнь, даже когда живешь на полюсе холода. Здесь нет героев на севере, здесь все простые работяги. Сварщик, токарь, электрик. Все простые ребята, свои волшебники. Как-то в Якутии работать очень хорошо. Ну, честное слово, как мороз, хоть и увольняйся. Привет, Колян. А что, Коль, как относишься к роликам, которые я снимаю здесь? Ну как, на севере без юмора никуда, так что... На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи в эфире.